преувеличением сказать, что каждая из песен, прозвучавших в двух первых частях проекта «Харахаро Рейхабе», стала народной. Вновь ожившие мелодии победы обрели вторую жизнь, возвращая нас в те героические дни Отечественной войны народа Абхазии. Короткометражный игровой фильм «Военные новеллы», в сюжетную линию которого войдет множество фронтовых эпизодов, станет третьей частью известного проекта, который будет презентован к 21-й годовщине Победы. К нему будет написан саундтрек, исполнить который ребята планируют в ходе живого концерта. Живой концерт — это как завершение, может, ну не завершение, но какая-то такая точка, что ли, как-то хотим округлить то, что было сделано за эти годы. И вот в этом концерте прозвучат новые, может быть, песни вот из нового фильма тоже. Там будет основной саундтрек, возможно, и она прозвучит, но в основном будут песни из двух фильмов «Харахаро Рейхабе 1» и 2. Возможно, мы будем привлекать тех авторов, исполнителей, которые сейчас смогут прийти и принять участие в концерте, и думаем, что это будет интересно. Участники проекта за 3 года существования «Харахаро Рейхабе» стали одной семьей, в которой бывают и свои споры, но исключительно в рамках творческого процесса. Как говорит новый член музыкального коллектива, фольклорист Тимур Агрба, в Ама Рекордс его приняли тепло, ну а популярные песни приобрели народное звучание. Мы сейчас определим вообще, какие вещи мы будем играть, потому что все-таки «Харахаро Рейхабе» включает в себя 2 части, и там 20 песен. Я думаю, все 20, конечно, мы не сможем сыграть, не за то, что мы не хотим, просто это займет очень много времени. Вот. И мы выберем хорошие, лучшие 10, они все хорошие, но выберем самые подходящие 10. И вот там мы уже будем определять, какие народные инструменты мы будем вносить туда. Репетиционный процесс – это всегда импровизация, поиск чего-то нового. Исполнять композиции проекта «Харахаро Рейхабе», по словам ребят, им легко, ведь эти песни они знают практически с детства. Вместе с тем, при подборе аранжировок главное, чтобы песня не потеряла основного мотива. Эти все песни, которые прежде всего нужно прочувствовать, а потом уже исполнять, потому что просто механическое исполнение песни с собой ничего не представляет. Только нужно это все, я же говорю, это с детства мы этому всему учились, мы это впитывали, мы эти песни наизусть знали. Здесь все ребята свою душу вложили в эти композиции. Эти песни, они могут, в принципе, жить там своей жизнью под гитару и под голос, и им, по сути, ничего не надо. А когда ты пытаешься их аранжировать, то есть можно очень легко, прям в один миг испортить. И вот этого мы боялись больше всего. Есть песни, которые мы делали там просто очень долго, меняли по 5 аранжировок разных, и в итоге приходили к одному. Патриотизм, как известно, не любит фальши. В случае с песнями из «Харахаро Рейхабе» гармоничность этого чувства, воплощенного в творчестве, не вызывает никаких нареканий. Поддержать без преувеличения народный проект для компании «Аквафон» стало делом чести. Проект можно назвать поистине всенародным, потому что эти песни знают дети, их поют дети. Мы слышим, может быть, банальный пример, но мы слышим их из проезжающих мимо машин. Безусловно, это один из главных проектов, которые приурочены ко Дню Победы. Каждый, из года в год, уже 3 года. Компания «Аквафон» имеет счастливую возможность стоять рядом с таким интересным и нужным для нашего общества проектом. Аквафон и в будущем поддержит любые творческие начинания авторов проекта. Важно отметить, что эти песни стали популярны не только в Абхазии. Их любят и представители абхазской зарубежной диаспоры. Новую часть «Харахаро Рейхабе», а также приуроченный к презентации живой концерт мы сможем увидеть и услышать ближе к 30 сентября. Ну а пока репетиции и еще раз репетиции.